Дай сюда. Будет, конечно. Я поставлю. Я знаю. Туда. Все. Не успел. Не успел. А что следующий раз? Дайте посмотреть, как она. Может, у кого-нибудь есть с собой черная ручка? Да. Обычная. Так, сегодня мы в прямом эфире. Нас уже смотрят. Давайте начнем. Те, кто еще не подошел, в процессе Поздравляю всех, кто здесь, кто не смог прийти. Разных причинам. Вам я всем желаю хорошего сезона в этом году. Ну и мы когда говорим о нашей сфере деятельности, очень важно, мое очень личное мнение, что пойти дискуссионным маршрутом, да, когда мы с вами все проводим дискуссии, правильно донести информацию. Я понимаю, что, наверное, задача, да, у нас столько в Абхазии, добывать информацию, источники, публиковать эти материалы, составлять дискуссионные тексты, уже задача не только нас, но вообще нас всех. Здесь информация самое главное откуда берется. Да? Это то, что мы работаем. Вот я вам коротко скажу, чем каждый занят я. У меня вот научная работа, да, я аспирант на БИГИ, и мы тут из Европы достаем материалы, переводим, там на нидерландском языке, на немецком языке, на французском языке, на латыни, итальянском, там много европейских языков. На сегодняшний день вот, нам удалось довести своими силами, да, 300 источников, еще 50 они лежат, и мы еще работаем с картами средневековыми, и очень много информации о топонимике нашей страны, эти карты нам дают определенное представление о истории нашего государства, об этническом состоянии
нашей стороны, особенно в 19 веке, очень много материалов есть. Но, конечно же, мы всегда были с вами на экскурсии. Я говорил по поводу названия Сухум. Да, я сказал, что это не грецкое название. Мы все сами знаем, что мы все, да я тоже начинал работать с индуизмом, мы все говорили, что это грецкое название. Мы все считаем, и в советское время тоже писали, и вот вы сегодня откроете тоже, скажем, работу наших исследователей, там писали дискуссионные тексты, которые ожидаем, и все знаем, мы уже там вот писали, что Сухум это вот грецкое название. Но, как любая наука, историческая наука тоже не стоит на месте, правда? И мы все двигаемся вперед. Так сказать, как на дворе, и у нас у всех есть возможность добывать информацию в разных архивах. Слава Богу, сейчас не с советского времени, да, это тогда были грузины. И, знаете, в свое время, 50-е годы, мне наши ребята в архив в Москве добыли материал, и там дискуссионный текст от Сухума поэзия лица, где утверждалось, что лица как будто бы это грузинское название. То есть какой целью это вообще делалось? Да? То есть топонимика это тоже наша история, это часть нашей истории, это часть нашей культуры. Любой топоним имеет свою историю. Нельзя так просто взять и выкинуть. Почему вот в советское время там Ахаляфон, там там Хубста там назвали, Тетрисцхали, да, потому что потом со временем грузины что сказали? Ну, вот видите, это наша топонимика там. И даже это же тоже политика определенная. Вот. И я, конечно же, могу понять, когда у нас не было доступа к источникам. Это тоже были большие проблемы. Мы знаем, да, вот Шалдин Сочинаука, там, да, другие наши ученые с такими проблемами сталкивались. Но в свое время они сделали то, что они могли сделать. Все свои возможности скромных. Да? Они же тоже, потому что, к сожалению, как очень часто бывает, вот в Абхазии, да, наука историческая, в основном, да, это на энтузиазме все делается, по большому счету, давайте говорить честно. Да? Ну, так, грубо говоря, просто 10 Абхазов, да, это будет обман. Да? Я всегда за честность верю, то, что будет правда. Я не понимаю, что правда беседует. Что делать? Вот. Поэтому наши исследователи, наши ученые, блестящие, они оставят нам огромное наследство. Вот. Ну а наше поколение, да, и в том числе Министерство свободы, наша задача приумножить то богатство, которое нам оставит. Вот. Значит, на разных маршрутах, да, вот был такой случай, я проводил дискуссию в Гугенабе, тут подходит она наша коллега, она мне говорит: Денис, что означает слово «кап» на месседж? Вот. Потому что есть там разные версии, там можно слушать в интернете и так далее. Вот. Но вы знаете, мы, когда говорят историки, мы же тоже, профили разные. Да? Кто-то занимается 19 веком, кто-то занимается там советским временем, кто-то занимается периодом Абхазского царства. Да? Даже я занимаюсь периодом истории Абхазии 13 и 18 века. Да? После него Карпа, сейчас он пишет научную работу, аспирантскую работу. Вот. Мы очень много здесь находим, изучаем, смотрим, но очень важно то, что это уже история, тоже послушивается языковедом, лингвистом, тоже очень важно. Вот. Поэтому очень много таких вопросов возникает. Вот, например, скажем, мы с вами да, там, от границы до Гагарина, да, очень много бывает. Вот мы недавно обсуждали, мы знаем, да, я сами говорю, что на территории Абхазии находится самая короткая река в мире. Вот Рекла. Да? И у нас такой вот, один даже считал, что такое, возможно, французское происхождение, ну, да, это Рекла, можно прочитать, да, такое Рекла, да, такое, что-то европейское, да. На самом деле ничего подобного. Мы сейчас, когда говорим о топонимах, и мы сами знаем, что у нас бывает споры очень много, да. Если мы тут бывает споры, да, это что-то наш топоним, это наш, то наше. Вот как раз недавно, может быть, видели, в ТикТоке распространилось видео, где один с вами говорит, что Мюссера это сванское название. Если мы с вами будем молчать, да, делать вид, что ну, сказали, у нас еще оказывается такая пассивная позиция, да, когда мы не выходим в интернет, ничего не пишем, не говорим, но слушайте, как нам просто это не бывает, да, там, естественно, эта вся ниша заполняется всякими демоническими рассказами, популистскими рассказами и так далее. Вот. Ну, вот пример Рекла. На
самом деле мы с вами понимаем, что многие топонимы до нас доходят в таком исковерканном варианте, потому что вы, к сожалению, сами знаем, Абхазы до 19 века не было письменности, не фиксировали свои доходы, к сожалению. Но все-таки сквозь там, итальянского языка, скажем, да, там, грузинского языка, да, еврейского, какие-то все равно крупицы, да, наши топонимы, да, наши истины, да, у нас доходят. Значит, тут надо понимать, да, что в абхазском языке, да, там согласно, согласно, да, и там через два согласно, даже по соответственно русскому языку. Вот пример. Хапырыш. Правильное название. Почему хапырыш? Абхазы не говорят просто какое-то название, как просто не говорят. То есть это тоже крупица нашей культуры. Река Хапырыш вытекает из пещеры Зоу, которую мы сами называем Купирой. Зоу – это настоящее название этой пещеры. Вот у меня иногда задает вопрос. Зоу – это не Жузов? Нет же, правильно? Значит, эта река вытекает из этой пещеры, и Абхазы потом прекрасно знали, наш с вами предок. Потом его назвали Хапырыш. Хапы – пещера, Рыяш – это ключи. Пещерное ключи. Что касается по поводу, скажем, вот мы с вами встречаем, это там написано на границе, в Англии встречаем, сейчас потом Сириус называем, Лыяш. Лыяш – это святилище Абхазии. Кстати, на той стороне, как мы с вами знаем, там была малая Абхазия, вот бабушка Климчук, Терехян, все, там по местности написано, значит, помните, говорили, Абсолютно Абсолютно, да, большая малая Абхазия. Я тоже слышал от своих там старших, да? Ну, это 20 век. И все, конечно же, как говорили, что под этим вообще подразумевается, да? Под малой большая Абхазия. Значит, когда мы начали копаться в архивах еврейских, мы сейчас работаем там, будет засадочно в прямом эфире, в каких архивах, значит, мы там обнаружили эту малую большую Абхазию в материалах 16 века. Знаете, сколько времени прошло, но в памяти народа это сохранилось и дошло до наших дней. Поэтому, когда мы говорим малая Абхазия, малая большая Абхазия, это, собственно, наша страна с вами. Вот я говорю, что бзып, и бзыби, как часто говорим, бзыпы, об этом тоже просто слово значит. Значит, а вот малая Абхазия, это от реки Бзып до Пшара. Пшара это вот Лазаревск. Дальше. Вот это вот малая Абхазия. Там жили какие-то черкесские террористические группы, но уже с вами жили там, вот от Сочи до нашей границы, там очень много пользовал, которые говорят на абхазском языке. Вот многие из вас вот есть Маримон, да, вот в Сочи, вот если стать Маримоном, там возвышенность такая, кажется, очень много многоквартирных домов. В этом возвышенность называется Шхангирей Шархун, да, возвышенность сыновей Шхангирея. Сочи, Шача. Шача, есть такая фамилия, как все сохранилось. Есть такая. Одесса, Одипста. Одба, есть такая фамилия. Мы с вами о том, что очень многие наши названия топонимы, они связаны с определенной фамилией княжества, ну, там дворянских. Или, скажем, вот, значит, Дзыма. Дзыма не так, дзымские абхазы называли Санцев называли. Или, скажем, Псоу. Псоу – длинная река, Абхазия. И еще такую вещь, заметили, мы когда с вами заезжаем уже на границу, в Абхазию, есть Лапсы называется река. Ну, на абхазском это вечно звучно, да? Это неправильное название. Это наша беда, что мы у нас в стране, мы иногда обозначаем неправильными названиями. Вот, там даже на файле стоит надписью Лапсы. Лывя-Ипста. Вот так называется на самом деле река. Это зафиксировано в 19 веке в материалах. Лывя-Ипста. То есть ущелье реки Лывя. То есть там жил народ, человек. Вот от этого происходит название этой реки. Лапста, а Лывя-Ипста. Правильно название. Или Хашицы. Это вот камень на опаске. Хашицы. То есть примыкание
как, ну, вы с вами специалисты, да, Корнева, там известно какое положение, да, из этого. Кстати, вот когда с вами по нашим цитам солидных на Красной Поляне, из-за ахаш, тюрьма, там, если все мужчины, ахаш, ну вот. Значит, по поводу, что касается, ну, кстати, да, Царевич, Гечевич, все это связано с определенными фамилиями. Адлер, кстати, по поводу Адлера. Очень часто тоже читаю в интернете там разные версии. Я, знаете, недавно я читал одного, меня что удивило, адыгского исследователя. И он говорит, Адлер с турецким переводом «Остановите». И это написано в таком серьезном труде, да, в этом памятнике чернобыльского кириллиша. Вот. Хотя, на самом деле, да, вот это написано в книге, это научная книга будущего, да, это бродная книга. Вот. Но мы же понимаем, что с вами на самом деле точно так. Арыт, фамилия абхазская, и в турецком есть ну, два варианта написания множественного числа. Лер и лар. Арт. Лар, арт, лер. То есть место рода рынок или рынок. Кто там правильный? По поводу города Гага. В 1312 году, это в самом начале 16 века, значит, вот во французской национальной библиотеке хранится карта, и там рисунки. И там будет написано Гага. Вот такое название. Очень часто я встречаю в дискуссионных русских материалах, почитать, не знаю, про как абхазская сбилки хазы. Да, они кто все знает. Вещи какие-то базовые вещи, которые просто надо знать. Вот. Там, например, упоминается Хакари. Во-первых, город Гага, как Хакари, никогда нигде не писали. Я не говорю о литературе. Давайте мы четко, мы с вами четко изучать литературу и источники. Мало ли что написано в литературе. Потому что мы же с вами все прекрасно знаем, как в советское время нашу историю перевели. Да, как это лица, как об этом Кузинское название. И это кто-то прочтет, написано даже. Мы с вами понимаем, что мы правы. Значит, название Гага абхазское. Гага. Ага – это побережье, Ака – это закрываться. А закрытое побережье. Вот когда с вами видели в верхней дороге, над Гагой, мы сами видим эти горы, они буквально спускаются в берегу моря, да? Они несколько раз проходят с запада на восток. Вот там еще, кстати, вот перекрылись Абака, там это было закрытое место. Абхазы звали Хабар, закрытое ворота. Вот там, где ущелье Рюява, они Рюява называют еще. Там собирали Рюява, а протекает река Рюява, река боковой возвышенности. Вот. А Рюява – это бог, пар река. Там раньше спускалась тропа черкесская называют. Почему черкесская тропа объясню? В очень давние времена, ну, мы все с вами знаем, что отношения между кавказскими народами, ну, стали гораздо более честно, да. Через наши русские, но как это часто бывает между, не то, что да, братские народы, даже между одного народа, да, между собой, были конфликты. Очень часто это жители Красной Поляны, да, которые жили уже все вместе в Османскую империю, значит, они вместе с черкесами, которые жили по ту сторону, значит, главных Красных Полян, Субыхами, вот оттуда, да, они через весь вверх, они спускались, там под озером Лица, есть гора, и там есть перевал Ахук, Дарна называется. Вот оттуда, потом там на социальной тропа, они когда тропе, вот где водопад Зоу, который мы сами верно все называем Гельгийский, да, там была тропа. Там это есть поляна, Дзаду, Дзаду, что называется. Но мы сами называем черкесские поляны. Вот. Они спускались по этой тропе и, значит, совершали набеги на владение водочащей. Вот. Значит, эта крепость как бы служила тем местом, где как бы тоже закрывался проход. Да, горы были, кто спускались к берегу моря. Кстати, не знаю, может кто-то бывал, да, в Египте самых река в мире. Вот если пройтись, я просто бывал, там пешком ходили, если пройтись там скалы, они буквально вдрыгнутся в море. Вообще, знаете, вообще для
может, вас интересует, для фотосессии очень идеальное место. Вот выставка, очень красивое место. И там, вот хочешь не хочешь, нужно заплыть прямо в море, и чтобы туда пойти всю скалу, и потом можно там дальше выйти. Дальше стоит высоко. Значит, из того, что там просто спускались, какая места стояла, поэтому место назвали Агага или Гагура, то есть закрытое побережье. Ну, естественно, Гагура, итальянские люди, Гагария написали сюда. Поэтому название находим это Абхазия, означает закрытое побережье. Я знаю, что есть варианты там про какого-то Хагба, что якобы от этого рода идет название города Гагара. Это не соответствует исторической действительности. Да, пишут это литературы, так пишут. Но если вы послушаете наших лингвистов, наших языковедов, да, я почему говорю, что надо историк, надо интересоваться языком, тоже вообще языками важно. Вот знаете, наши с вами все пришли в Абхазии, что наши с вами все бабушки, дедушки, сколько языков все знают. Да? А мы сегодня с вами два языка знаем. Вот. Английский мы учим, да, и язык тоже. Турецкий знали, потому что турецкий прекрасно знают, украинский, турецкий, хотя очень многие знают, да? Ну, это вас, к сожалению, наши ребята не изучили. Вот. Значит, мы с вами знаем, что город Гагара делится на две части. Есть Новая Гагара, Старая Гагара. Значит, Новая Гагара называется Хакерыпш, настоящее название Новой Гагары. Но Рыпш, вот, очень часто многие думают, что означает некое святилище, что подобного. А в Абхазии мы говорили Рыпш там, в крайне заходи. Рыпш, их край. Вот. Когда мы с вами приезжаем в город Гагара, у нас идет всем известный народ, там Лагадзе идет. Я сегодня тоже на дискуссии говорил о том, что очень часто основываясь на словах, да, некоторых людей в 19 веке говорят о том, что вот там были заболоченные места, было страшное доверие, значит, знаете, такую катастрофу изображают. Но однако, вот сейчас, слава Богу, выходят очень интересные материалы к 19 веку, и про город Гагара там очень интересно на самом деле. И, конечно же, это далеко не так. Я уже говорил о том, что от Тюмени, например, до реки Бзык, там было самое такое место, где было мало пустых мест, меньше малярии. Ну, ясно дело, что вот это вот идея Абхазии, там тоже были кое-какие болотистые места, но в целом, регион целый собрать, это, конечно же, было не так. Поэтому там основа Гагара, это раз. А во-вторых, вот мы, да, значит, в районе Лагадзе, в районе Новой Гагары, хотя за эти земли в 17 веке, 18 веке, даже в 19 веке шли многочисленные такие военные стычки между садзами и дзыцами за земли, что они были плодородными очень. И говорит о каких-то там болотистых местах, конечно же, не приходится. Вот. Ну и, конечно же, там же, в Лагадзе, да, в этом районе, там, во-первых, находится самый большой храм в Абхазии в честь Святого Софии, да, в честь Иисуса Христа. Да. Мы его называем Ахаш-Люха, в Абхазии говорят, то есть белокаменный храм. Вот мы говорим о Охаму, говорим, да, за храм. Да. Охам – это слово не юридическое. Да. На самом деле, Аныхабаш. Вот это и есть церковь на абхазском языке, или храм на абхазском языке. Этот храм, мы называем сами, значит, Ахаш-Люха, белокаменный храм. К сожалению, храм находится, мы все сами знаем, в руинированном состоянии, да, в душном состоянии. И это, к сожалению, он не функционирует. Ну, конечно же, мы сейчас правильно сказали, святилище, наши же храмы же не просто так построены. Святилище Аныха, а храм Аныха. Да. Но видите, я объясню, почему это. Почему так? У Византийской империи была такая политика очень интересная. Они, когда видели, что Абхазия, собирались в определенных местах, оно как Крымс, да? Уродовало святилище, в общем, национальное такое. Они хотели привлечь в христианство людей. Что они делали? Вот храм был Иосиф, там святилище.
Поэтому, но Абхаз это Нха. Поэтому у Абхаза это слово Нха, да, святилище, оно перешло вот в значение храма. Так, святилище Абхаз значит свой храм, получается. По поводу слова Нха. Слово Нха не абхазское, кстати, кто не знает. Это слово иранского происхождения. Собрание. Вот оно хуяцу, и из этого оно не собирается. Это слово иранского происхождения. Это тоже уже написано научная работа на эту тему. Вот. Как и по поводу Габри, кстати, уже делают научную публикацию по названию города, которые как убийцы разбирают наши исследования, там, ученые. Я сейчас именно об языке говорю, об абхазских археологах. Вот. По поводу дороги в музей. Но начну с того, что я все это живу о том, что очень много заблуждений по поводу дороги на музей. Повторюсь еще раз, что дорога на музей построена непосредственно, скажу даже так, значит, очень настойчивом таком желании инвестора Бога. Если инвестор Бога, он получил, может быть, эту дорогу, но на многие, значит, намного позже, скорее всего. Я повторюсь, что деньги не хотели давать, чтобы построить дорогу. И в итоге инвестор Бога в конце 20-х годов через определенных людей, там была долгая история, мы сейчас так зацикливаться, значит, он добился того, чтобы в 1930 году создают, лица важно создают. Ну, в каком году? В 36-м. 36-м. Построить дорогу на озере Лица. Вот, сами когда я просто ездил тоже на экскурсию на озере Лица. Ну, вы снимали фильм о неграх. Есть в интернете, у нас негры приехал Максим. Да, и он просто поехал на экскурсию на озере Лица. Вот, поехали. Значит, на втором туннеле там видите значок буква М. Московское метро. Я говорю, слушайте, ну как, дорогу построили несколько военнопленных, да? Вообще, я первый раз слышу, что немцы строят. Часто говорят. Кто это говорит, да? Значит, на сегодняшний день, я вам скажу, я понимаю, что там в советское время мы чуть писали, и в наше время тоже. Говорите, много чего. Вообще, в плане добычи информации, я всегда помогаю с книгами, серьезными, с первыми источниками. Вот расстроители архивы, некоторые архивы ставят. Там они говорят, написано все. Слава Богу, сегодня есть доступ. Просто мы, опять я говорю, для наших нас, я не снимаю себя ответственности, и мы вообще, нас всех касается, да, что мы историки должны об этом говорить, должны нести материалы, должны публиковать, да, что это очень важно. Наши коллеги уже читают. Они кажется, что сложно может быть историком, да, мы не все историки красные, да. Это заниматься, это целая наука, потому что надо заниматься. Там скрупулезно, где-то в архивах копать, смотрите, есть так и все такое. Поэтому это не вина искусствовода, это скорее вина нас историков больше. Вот. Дорогу же построила организация Судо Транс, как эта организация называлась. Организацию создали 28 ноября 2028 года. Значит, расшифровывается центральное управление автомобильными дорогами и автомобильным транспортом. Значит, кстати, без исключения именно эта организация строила все дороги на территории СССР. Не только по Абхазии. Естественно, там еще, как все сказали, подрядчики. Да? Значит, для того, чтобы построить дорогу на озере Лица, советскому государству не хватало определенной части техники. Технику купили в Дании, в Англии и в США. Вот. Чем понимали их, можно сказать, город. И там сами видим по дороге на озеро Лица есть название, которые мы с вами все коверкаем. Это тоже давать, Девичьинское озеро, Голубое озеро. Вот. Я вообще думаю, да, наш председатель, надо вообще надо сделать письмо, обратиться к руководству РВП, чтобы они поменяли некоторые там названия. Ну, что значит голубое? Или латинец тоже написано голубое. Это будет здесь настоящее красное название. Ну, начнем вот с Девичьинского озера. Старцай проезжает. Водопад называется Абхозла. Абхозла это камыш на абхазском языке. Там камышку заставили, действительно камышей. Абхозла камышовая вода. С высоты 100 метров круглого воздуха уходит, да, и буквально стекает по скале. И мы с вами дальше. Значит, по поводу, что касается голубой.
Цхына говорят, или голубой, как говорят. На самом деле, даже вот там в алфавите, даже абхазское название неправильное. Цхына и Цхырру. Там скала, голая скала, да? И под ним находится озеро. От названия скалы происходит название озера. Голая зовут. И Цхырру, она голая. Кстати, напротив, через реку Бзы, находится Цезарий Хапы. Там они будут большая пещера, напротив этого озера. Вот. Ну, как бы, ну, будем надеяться, что у нас, допустим, поднимется мысли, что, может быть, сделать это тоже, просто сделать это, да, изучат наши стыды, можно будет туда тоже попасть. Цезарий Хапы называется. Когда вы приезжаете в озеро Чхена, там наверх есть навес. Там находилось 200 человека, там получается, как писали некоторые наши исследователи, вот Тачкинского писал, до 300 голов там, скота, да, коз вмещается, большая. И писали дальше, ну, по поводу бзып. Что означает такой бзып? На эту тему уже вот наш блестящий исследователь Вячеслав Чириков уже написал статью, мало кто знает, да, кто читал. Дзыпха, прыгающая вода. Потому что на всем своем протяжении эта река имеет множество порогов водопада. Дзып, так это звучит. Вот. Значит, по поводу Егора. Я-йоу, резкая, бурная. Ну, вы сами задали, весной особенно приедешь, да, она такая вся даже бурно перекатывается через огромные волны. Я-йоу, яростная, бурная. Ну, так как в русском языке все это звук там ну, гебер, как это прилично. Ну, когда мы сами поднимаемся, все наверх, до первого водопада, это же близкий водопад. Хотя, вы понимаете, да, вот там гора Зоу, падает водопад, возникает река и впадает в Гебу. Говорят, ну какой это наша речка маленькая, да, водопад имеет отношение к Гебе? Никакого. Зоу. Зоу Ахши говорит Абхазия, Азши говорит Абхаз. Или Зоу Дзих говорит Абхаз. Там будет понятно Нидзам, что называется. По поводу, что касается Юшая. Аюшара. Кстати, в конфликте написано Юпсара. Аюшара. Раздел ниже. Вы определили на форму этого ущелья, который в данном самом месте, когда мы с вами возим туристов, да? Значит, левая часть повторяет, да, левая часть клипа, свою форму, она повторяет форму правой клипа, да? Значит, ну что, прошел раскол, разделили такое, мы здесь сами знаем, что наши бои известняков очень многие, да, они разрушаются, да, против сильных землетрясений. Кстати, это тоже немаловажно. Землетрясения. Вот если так смотреть, у нас, например, в Азии циклично, там, в определенном интервале происходит очень серьезные землетрясения. Вот озеро Арткел возник в 19 веке. Или вот то, что да, Шотландского водопада тоже возник в 19 веке. Это очень серьезно. Сами, или вот, почему возникло даже озеро Арткел? Потому что гора Малая Хапач вся ввалилась. Вот видно, да, там ходит обычно, да, там видно по правую сторону, вот эти лежат огромные глыбы, это какая должна быть мощь, да, энергия выплеснулась, да, что целые горы разрушились. Это очень такая серьезная тема, от которой вообще надо подумать. Ну вот. Потом, да, мы с вами видим, значит, что касается по поводу реки Юшара. Ну, изначально река называлась Лашикса, потом Рица называлась, и мы же сами называем Юшара. Ну, незаконенно, конечно же. Ну и помню самого Зеленица. Ну, мы сами как знаем, что Зеленица максимум возникла 300 лет тому назад, правда, потолок. Я прочитал исследования еще советских ученых на эту тему. Вот. И над озером возвышаются несколько гор. Это Пшачха или Пшаяшха, гора Ясновидна, 2400. Это гора Ацетук. Кстати, по поводу грецкого, я читал в интернете, вот видно ходит по горам, якобы название черкесское. Ничего подобного. Ацетук. Ацетук. Это плохая гора. Ясно то, что в русском языке просто ц. Ну, это нету. Ацетук как писать.
представить, да, мы все с вами перевозим туристов, перевозим зрителей на этой площадке, и мы с вами видим город, называем Агепста. Неправильно, к сожалению, видно вообще. нет, видно. Вот восточное, смотрите, там, где оно дело состоит из нескольких таких начальных, наверху. Я имею в виду, что вот именно там, где площадка, видно вот нижняя часть совсем, вот, восточная часть получается. Значит, на самом деле гора называется Абгылара. Абгабгылара. Абгаб это Тура на баском языке. Турова гора называется на самом деле. Но почему мы все сами называем Агепсту, да? Хотя в этом будет очень много вот разговоров, никто не может понять, почему Агепста, а тут Турова гора, да, то есть Гылара. Дело в том, что значит, река Гега или Ря начинается у вершины горы. Там есть ущелье. Агепста говорит по-русски. Ну, а это название там ущелье, от названия ущелья, вот стали называть гору. На самом деле называется Абхабгыла. И другая такая горный тур, кстати. Какая история? Значит, первый минут, что касается, вот как еще очень часто, я читаю в интернете о том, что почему у голубого озера какой-то цвет, да? Вот, так как оно сумится, движется, ну и прочее. На самом деле, я читал материалы, открытые материалы, это еще в 50-х годах, где специально приезжали, исследовали это озеро, там все, там его закрыли, сразу солнце вещами. Значит, по поводу, вот, я вам говорю, мыса, или Бюссера, все с вами так говорили. Есть там разные версии, кто говорит, что это связано с Египтом, вот, название, значит, ну, просто ставить Бюссера. Если вы видите в 15 века, везде написано Бюссера. Так, что в основном. На самом деле, Мсыра. Мсыра – это фамилия, на самом деле. И никакого отношения, конечно же, не к Египту, как вы бы хотели, да, это как не связано. Хотя я в то же самое время, я не отрицаю, что египетские купцы были, у нас даже есть подтверждение этому. Вот, значит, еще в свое время, в 15 веке, один исследователь, он арабист, он сказал язык, значит, арабский, он делал перевод на арабские материалы, есть, это правда, действительно, на побережье Абхазии, много купцов. Вот здесь не было. Венецианцы были, турки были, иммигранты, купцы были, армяне были. Все мы здесь. Слушайте, мы же, знаете, когда мы говорим о нашей истории, мы не могли оторвано от всех, да, жить, дотрывали, что мы народ прибрежный. Естественно, мы все время как-то связаны с цивилизацией, нормальные люди. Но поэтому, конечно же, название связано. Хотя об этом еще было написано в начале 10 века. Еще люди не помнили об этой фамилии, хотя фамилия существует. Вот. Значит, кто об этом еще помнил, здесь об этом было исследование, есть работа, в 10 веке об этом написано. Вот. Ну а потом, как это часто бывает, там кто что-то сказал, у нас всегда такое бывает, там кто-то девушка там что-то сказал, значит, по-моему, тоже говорит. Значит, чуть-чуть повторю по поводу названия мыса. Да, да, по поводу названия мыса, да, сейчас говорим. Абсолютно солидарность, он все знает. Это да, Мсыра. Это все-таки Никак с Египтом не связано. Нет, конечно, нет, это с Египтом не связано, это все-таки абхазская фамилия, это правда. Как вы обратите внимание, вот Мбыцелефа, Мбыцархот, Мбыцелефа. Возможно, что это Мбыцелефа. Как вот эту возможность можно увидеть, когда вот приехал Хрупста, чуть не это возможно, что он возможность. За счет Хрупста тоже. Да. Что мы объясняем, говорили, Нет, значит, Гифель верит одно, а мы же говорим о одной. Связь не прогрессов. Я не писал, что тоже говорю, я писал, что такие купцы были, но просто мы говорим о реальности. Вот. А то, что купцы были, я это не отрицаю. Я уже говорю, что связи поддерживаются. все были. Но это все-таки название, как называется это не связано, это древнее католическое название. Я знаю, чем оно связано, это древняя фамилия, которая здесь да, есть просто такая легенда, ее сказывают. Вот это на уровне легенды. Фамилия очень древняя. Да, конечно. Так что на будущее
все эти вот Цамплич, Звамплич, Лампа, это же все так хорошо звучные фамилии. Помню, что хотят просто дать повод Христа. Но почему называют белая речь? Когда там прибыли русские, я так понимаю, что погода была плохая. Мы все с вами знаем, что в плохую погоду, особенно в горах, эта река начинается у горы, здесь такого, ну, здесь сами знают, что здесь так растается воде, да, белого цвета. Если когда русские видели, ну, белого цвета, ну, белая речка, ну, так мы стали, белая речка. Мы сами тоже говорим белая речка, да? Но на самом деле Хыбста начинается у горы Хыря, река называется Хыбста. Х, свинец, пста, или пшта. Ну, Не, х значит. Нет, х, свинец, свинцовая река. Свинцовая. Это так это правильно звучит. Как это так? Ну, знаете, тут я не То есть самое интересное я Золотоносец. Да. Сколько времени за эту речку? Да. Ну, наши... Мы же не можем утверждать, что точно. Ну, вы знаете, дело в том, что когда мы сами говорим о Западной Абхазии, есть один маленький нюанс. У нас в Жидовых есть горы. И мы с этим не можем не считаться. Вот мы в Жите говорим «выдавута», ну, «гдоута», «бзыцкие горы». И об этом не следует забывать. Не всегда получается, знаете, какие-то топонимы Западной Абхазии перевести Абжуйские горы, или там, ранее существовавшие Казахстанские горы. Это такие моменты надо учитывать. Например, мы сегодня с вами не говорим «псы», «вода», да? Или вот мы с вами сегодня говорим «псы». А посмотрите, как наши старшие жили, особенно глухомы, да? Как они «псы» говорят. «Пшны» да. Есть «псы». Вода это река. Да. Это древняя форма названия «адзы». Да? «Адзы» говорит, ну, река, вода раньше была «псы». Странная река или страна души, да? Ну, это да, такое поэтическое. Вообще, страна «апс». Честно. Вот. Значит, что касается, значит, мы сами говорили, что трудно входит, да? Там вот две версии. Анапа. Но из различных местности, это вот мы знаем, Багажба говорил, Анапа еще туманная. Вот как вы обратили внимание, да даже бывает в прошлую погоду туман спускается, например, Апсар. По поводу Апсара. В интернете везде Ивельская гора. Да, с 1996 года. Я вот специально ходил к министру Абхазии, спасибо работникам кабинета министра, которые мне помогли, отыскали документ, где-то там в архиве он лежал, в общем, достали мне материал, копия на доме есть. Значит, в 1996 году парламент Республики Абхазия принял документ о трансляционных и топонимических изменениях на территории Республики Абхазия, по которому мы с вами назвали Ивельской горой, вернули старое абхазское название Апсарская гора. Кстати, Апсара, может быть, знаете, даже русские монархи, когда прибыли в 15 веке в монастырь, гору назвали Апсарской. Вот. Ивельская, ну, вы же понимаете, для чего это было сделано. Да? А сегодня грузины нам говорят, вот видите, гора называется Ивельская. Ну, само слово «ивер» — это слово армянское, означает «верхняя страна» или «северные люди». Ну, так армяне называли грузин, потому что они жили выше северные районы. А грузин говорят «сомехи», ниже живущие. Значит, и сегодня это было сделано специально. Вот. Но ясно дело, мы сами знаем, что мы программе список высадок нажимать, эту гору, но они эту гору не называли Ивельской. Вот самое интересное. Представляете, вот Ковалёв, да, по поводу этого монастыря. Кстати, Апсара, что называют реку Псырцха. Вот. У Праги Мысыр где-то есть река. Мсыпара. Вот это правда, вот где вы здесь ехали в сторону Будапешта, вы выехали буквально. Это Мсыпара называется, и вот находится водопад. Что ли? Да. Ну, по поводу русских подарков тоже, знаете как, слава Богу, сейчас очень много материалов.
есть на название. Скажем, и по поводу пещеры. Давайте начнем с пещеры. Очень часто я читаю такие, значит, вещи там эти. Внутри, это неверно, Ивицы горы находится на Охотской пещере. Так, объясните, пожалуйста, каким образом, когда ты 3 минуты едешь в пещеру, а садишься ты под Оксанской горой, а выглядишь 3 минуты. Ну, каким образом? Пещера, да, вообще. Пещера совершенно другой горы. Понимаете? Это тоже многие не задумываются, когда вы видите, да. Послушайте, что вы говорите, здесь логика. Если она находится там же, а вы видите 3 минуты просто непонятно. Да. То есть ты садишься, у подножия садишься, а пещера находится там, где сторону Шипсана называется. Да. Значит, по поводу тоже кстати, будет очень много информации. Вот, например, русские монахи посадили, они тоже занимались там монастырством, да, на городу. Они посадили 5 сортов винограда. Так, кто знает, какие сорта? Читали какие? Сколько сортов посадили? 5 сортов посадили, какие сорта винограда? Монахи посадили виноград. Посадили. Виноград. Изабеллу завезли. Это правда. Но, вот смотри, вы 5 сортов посадили. Они делали то, которое везде. Да, 5 сортов. Это всем известно Изабелла. Потом Амлафо, Ахардан, Акачич и Абгар. 4 сорта, аборигенные сорта посадили. Потом они скупили французский чернослив. Сорта ДНТ, привезенные из Аквитании. Франция. Значит, Вилла Франко привезли. Вот апельсины. И как привезли, вот мы с вами говорим, вот, да, помните, кто раз я посадил этот мандарин? Все мечтают, что впервые, вообще впервые, русские монахи завезли мандарины сорта Суцуми завезли. Японцы. Суцуми. Ну, лимон, да, сорта лимона. А как они завезли вот эти вот тоже, значит, греческие маслины? Сорта монархи и каламати. Сорта завезли. Как раз в сторону Сухуми. Мы с вами доедем по поводу верхней и нижней эшера. Мы сами так говорили. На самом деле, кстати, сейчас недавно наш парламент, он занимается, знаю, что не следил, но стали очень любить ситуацию до логического завершения, я не помню, если честно. Надеюсь, завершаться завершили. Яшира. Там проживал род Яшка. Кстати, один из представителей фамилии вернулся из Абазашта. Сегодня живет здесь в Абхазии. Яшпа. Гора Яшпарху. Яшпа, тоже сами называют. Да? То есть это вот местность рода Яшпа. Это абхазская фамилия, да, кто проживал в этих местах. Мы с вами знаем, я сегодня тоже говорю, там галерея находится, там Кровля находится, там находится крепость Уазаба, Авазаба, если правильно говорить, крепость печати, да, Авазахи. Значит, там находится пещера небольшая. Кстати, я как-то там, ну, вы же куда-нибудь будете, да, я там красивый, я там ездил, красиво, кстати, что какой-нибудь красивый небольшой. Да, там пещера, есть пещера там, речка. Последний богатырь. Там тропа красивая, Оттуда же команда же будет курс. Да, оттуда. Там сейчас со стороны команды уже дороги нет, там чисто просил уже. Так же нет, да, школьная, да, конечно. Вот. Значит, это как по поводу Яшка. Теперь по поводу, значит, Сухума. Значит, в ходе работы моей, ну, у меня все лет по классике, да, как в советское время. Я вот когда был, мы вот сидели, учились вместе в университете, и
вместе заканчивали университет, мы защищались все вместе. Значит, у меня работа была самая история 15-18 века, это очень пока последнего века. И когда мы начали копаться в источниках, мы обычно не знаем, что название турецкое. Все так говорят, как написано в литературе, да все так написано. Да? Чудак, такого. Значит, слава Богу, сегодня есть переводы арабских источников. Значит, был такой Абу Аль-Фиды. У меня есть вот фотография на планшете. Там Абу Аль-Фиды. Вот он. Он написал очень интересную работу, связанную с историей народов Кавказа. Значит, не бойся, работа такая очень интересная. И он, естественно, где-то он какие-то материалы брал, более ранние. Вот такой Абу Саид, он упоминает город Сухум, это 13 век, даже раньше, как Ал-Анджаз. Ал-Анджаз – это город Абхаза. Но Абу Аль-Фиды, когда он писал свою работу, отправляет город Абхаза. То есть город он просто был Абхаза. Вот название службы, правильно? Он пишет Сухум, он пишет. Это 1300 год. Самый важный слой. Но если нам возник вопрос, турки появились в Абхазии? Да. В 16 век. Что дальше? А в 15-му закрепились они в 16-му. Они там построили встречи с Сухумом, там где вместе, да? А они еще построили, защищались на 17 век. И вы знаете, как сколько получается. Теперь надо решить вопрос. Мы все с вами знаем о том, что грузин говорит о том, что название это грузинское. Сухуми происходит. Сухум так в арабском нету звука Ц, а потом, естественно, я напомню, что тараспанский язык, там, я недавно читал эту тему, 70% там слов были арабские, персидские, те, кто прикипает к это все очищали, конечно. Ну вот, значит, арабы так называли город. Сухум они говорили. А только говорили Сохум Кала. Они говорили. Не Суху, а Соху. Как сейчас тоже так говорят. Сохум говорят. А вот евреи город Сухум назвали Абаджиха. На мигрантском. Вот сегодня, когда мне уже говорят Сохуми, как грузин, да, то, что они назвали Абаджиха, они уже забыли. Вот. Значит, возник вопрос. Теперь, значит, что делать? Да? То есть видно, что название появилось через друга. Да? И в ходе нашего исследования, значит, нами, потому что есть мой научный руководитель Олег Фотович Гашман, значит, мы подготовили большую статью, 40 печатных страниц. Значит, я кстати, мы уже отдали публикацию. Сейчас выйдет сборник, научный сборник. Там выйдет материал. Значит, смотрите. Город Сухум находился не там, где мы сами сейчас находимся. Ну, сами знаете, нормальное время, как раз расстраиваются, двигаются на запад, на восток. Значит, город Сухум древний, как вы, если мы говорим о тех древних временах, 10 век, даже более позднее время, находился от реки Басла до, значит, до реки Колосу. Это есть древний Сухум. Значит, в этой части находится крепость, которая называется Атулаба или же Аба. А сами говорит Аба. Аба слово означает Хава. Это крепость на кавказском языке. Если вы откроете карту, даже 19 век, крепость Скал названа Аба, крепость Начхлёв в Ебете названа Аба, ну там Агуа. Вот такая, как Анжела Мэг, 17 век, он крепость Скал пишет Агуа, он пишет. Броневского карту, материал в откройте, крепость Начхлёв Аку написано.
Вот там, где у въезда в Зубское ущелье, там, где крепость, Зубская крепость, да, Апуара называется. Хапа, крепость на Абхазском. И Хапа не был на Абхазском, да, ускрепленный камнями Хапа не был. Это просто означает крепость на Абхазском. Есть еще вот это насчет сукум, сукум что означает? Значит, смотрите. Река Каласу название турецкое, кстати. Очень много из истории Абхазии писали, что Клисура греческая, Клисорос, как это звучит в оригинале, что это как бы название греческое, неправда. Значит, смотрите, с чего все начинается. Значит, река называлась Цхун. Цхун назывался река. Похоже, в Библии пишет, что от названия реки происходит название Цхун. Но откуда возникло название Цхун? Теперь вот вопрос. Надо пригадать. Река Каласу начинается на горе Химса. 70 льдин, и тоже жить там. Высота горы Химса 3003 метра. Но основной в этом восток, да, когда Каласу он берет, это гора Химса и гора Дзуква. Или Дзукун, если по-другому говорить. Значит, если вы помните материалы, и Дзукун, ну, от Дз это вода, какой-то возвышенность, водная возвышенность. Но почему водная возвышенность? Да? Ну, гора, что там такого может быть? Хочу выразить большую благодарность Екатерине Евдокимовой, есть такая замечательная, тоже все так же было, фотограф, который может слышать, замечательный фотограф. Она мне помогла в разрешении этой загадки. Значит, она была на этой горе, и сделали фотографии в хорошем качестве, она профессиональный фотограф. Она сделала в очень хорошем качестве фотографии возвышенности этой горы. Возвышенность горы не рекообразная, она пологая. И там вот так сидят 3 озера. Вот почему так называется. Озера. Ну, не, наверное, бывало, да, в этой горе. Вот. Там озера сидят. Там 3 озера. Хот-хот, более мелкие, такие самые крупные. По-моему, то, что мы вспомнили название. Хот-хот называется, второй называется Буибдзин, вот, и третий Дзукна называется. Ну вот, от названия горы Дзукну идет название реки Каласу, который грузины назвали Цхон или Цхун. Вот. На самом деле, сейчас что Дзукну, Цхун, да, я вам напомню, что грузины гуляют часто на окончании и Цхоми. Например, слово Батуми – это Батус, это греческое слово, да, глубоководное с греческого языка, перейдет на грузинами в Батуми, кстати. Это греческое слово, на самом деле, ну, то, что, извините, видоизмененное. Значит, кстати, у подножия горы Дзухо, или Дзыхуда, как по-русски, находятся останки древнего города. Как все время было звучит еще в 19 веке. Вот. Значит, от названия реки идет название, значит, местности. Хотя это очень часто явление. Вот Хрупста, село, да, название реки. И так далее. Арасадзых, да, Арасадзых, да, название реки, уже идет название этого села. Так что, значит, получается, что это Дзухо, а тут грузинское Цхуми. Я уже могу какой-то выпуск, что уже скоро будет, наверное, наша статья большая. Но более подробно мы не статья, дам информацию в интернете, в YouTube, даже на основных сложах. Все смогут ознакомиться. Мы уже отправили, но как находится, сейчас буквально ждем дня, ну так, спорим. Ну вот, уже грузины говорили Цхуми, а тут вот арабы говорили Сухум, а тут уже люди говорили Сухум. Так что вы смело можете говорить, что уже можете говорить, что это не турецкое название, что на самом деле имеет абхазский корень. Такая вот история области. Вот. Значит, потом очень много знаете, возникает вопрос, вот меня спрашивают, задать мысль, почему, вот это тоже противостояние между нами, грузинами, почему вот рядом с Каласуром Порто Мингрел, да, Порт Мингрельс, почему? Значит, в конце 13 века, в 1290 году, после
после смерти Давида Навина, сына, там, он, да, два Давида, да? Давид Навин родил да? Урод был сыном Гаврилаша, а Навин был сыном царского суда. Значит, после его смерти его было двое сыновей, Константин и Микель, Михаил, по-русски. Значит, между ними пошла усобица за престолом. Как и он, Давид Навин, когда он вошел на престол, он вошел как абхазский царь Абхазии, а не грузинский царь. Формально, как вы, государство с названием Абхазия просуществовало практически до 15 века. Вот, когда он сбежал от монголов из Карпии, он ушел в Кудаиси и при поддержке местного правителя пришли абхазов. Он себя говорит царем Абхазии. Это так отступление. Значит, воспользовавшись междоусобицей между сыновьями Навина, Давида Навина, Георгий Дадьяний, правитель Никрии, князь, да, губернатор, как это сегодня сказали, захватил Восточную Абхазию. Но в Абушевском районе пишут, что до Анакопии. Хотя я вот, ну понятно, что принцип столкнулись, условно, граница, ну, владение, правитель так говорит. Но я читал материал 14 века, 15 века, они практически подтверждают. Скорее всего, где-то в районе Баски, в этом секторе где-то проходило владение Дадьяна себе тоже стать правильной-начальницей. Значит, вот там пусть такие философии по левую сторону не верят в созданный порт. И картографы средневековые, ну, для чего создавали карты морские? Вообще, изначально создавали морские карты, потом уже политические и так далее. Значит, когда нам писали Порту Грелло, картограф хотел сказать, что это место называется не Порту Грелло, он всего лишь говорит, что там Порту Грелло находится. В политическом смысле просто. Что граница действительно доходила до суда. В этом смысле надо имеется в виду. А это потому, что место так называлось. Ну вот. Это место еще упоминается Порту, значит, Амальфитан, или Амальфия. Амальфитан, этот город существует сегодня тоже в Италии, это Южная Италия, я все помню. Значит, здесь отбивали амальфитанцы. Поэтому некоторые картографы писали порт Амальфия, Амальфитан, если не. Потом появляются турки. Турки появились, значит, конечно, даже вначале тоже писал, я написал о том, что этот базар находился там изначально. Здесь они построили крепость, да, а город находился в ту сторону. Здесь, кстати, в этом месте были буддийские места, в этом месте. И абхазы жили в возвышенности, в городе Арахапан, возвышенность, да, это Арахапан, да. Но вот он находится там. Значит, мы сами знаем, проезжаем, значит, там есть стена. Начало Абхазы говорят, Апсуарбараду, великая стена Абхазы, да, или французская стена ниже, значит, великая Абхазская стена. Значит, так там находится башня, стена начинается. Кстати, значит, что вы знаете, эта стена уходит через море. Когда сильные шторма, в эти вот фундаменты, нижний фундамент открывается сзади. Вот если когда сильный шторм, поэтому туда посмотреть, там фундамент открывается. Если даже будет успокаиваться, он все это закрывает, уже ничего не видно. Ну вот. Значит, это место назвали Халасу. Буквально с турецкого башню стены. Это правда. Там сидит башня и сидит стена. Так там был рынок, большой базар, невольничий рынок. Вот. То со временем это название тогда Каласур, и дал перекинулось название реки. Мы говорим Келашюр, у себя Келашюры, да, как тоже писали. Грузины меняли его на Келасури, ну и так далее. Как история. А что это название турецкого происхождения? Вот то, что, оказывается, мы сейчас написали статью большую, мы, оказывается, там это пишем. Стена называется полутопонимики, скулки, лосури, там очень большой разбор, там использовал очень много материала, карты очень много использовал очень много материала. Кстати, даже в 19 веке эту лосурь еще называли
цхум называли, или сухум писали еще. Еще даже в 19 веке это называли. Вот. Да, мы сегодня, к сожалению, мало об этом знаем. Ну ничего, всему свое время тоже, как говорится, сколько всем известно. Ну, вот. Ну, значит, по поводу, что касается стены, я не археолог, я общаюсь с нашими археологами, значит, стену построили, ну, все знают, да, там было мнение Воронова, он говорил, да, что там в 17 веке что-то. Но, слушайте, я даже по своей работе, я учу все-таки там 15-18 века, да, вот Жан Шагрен там был в Абхазии, и он там описывает стену, что потому что дом развалилось. То есть это эпоха управления самого, значит, деяния, да. То есть, если, как там некоторые все время говорили, если дерево просто какое-то кривое время уже развалилось, да, использовал, это уже другой вопрос, ну, как бы нормальный, да. И наш ученый просто говорит о том, что стена вообще вдоль Великой Абхазской дороги. Мы все с вами знаем о том, что в Средневековье шла, ну, это караванная дорога, да, от Абхазии в сторону Грузии, через другую сторону, в сторону Шамахана, да, в ту сторону, да, Шамахи, в ту сторону. Кстати, просто у нас нет возможности, наверное, да, на следующий день, в Грузии тоже сходит стена, но по всей Грузии тоже как бы фрагментарно, не везде, не сплошно, фрагментарно есть перекрестительно. В Азербайджане есть такая стена. В Азербайджане учали археологи, они требуют уже 6 век. Вот я даже статья научно написана коллегами нашими, да, историками из Азербайджана. То есть, скорее всего, возможно, ну, я не знаю, там, наши археологи будут заниматься, либо не сплошной, да, фрагментарно, когда-то построили, скорее всего, некую такую стену кавказскую. Вот. Хотя то, что той части строили стену, об этом есть информация. Слушайте, пожалуйста, через материал на эту тему. Ну, вот, так что это правда. Вот. Значит, ну, по поводу, что касается, да, мы сами часто ездим, Чернигов, да. Мы все с вами Черниговка, но с 96 года Черниговки вернули старое абхазское название. Бароуху называется. Значит, если честно, мы раньше думали, что Адзина. Почему Адзина? Это тоже, знаете, что же процесс нужно объяснять? Дело в том, что в Абхазии были две Черниговки. Одна Черниговка. Это вот выше Дурбукыт, наверх, это Христовка, Белогребов, да? Там Черниговка. И здесь Черниговка. Да. Значит, Адзина – это та Черниговка, выше Белогребов, оказывается. Нет, что это, да? Вот мы начали разбирать тему, где что, копаться, что Адзина называется та Черниговка в Белогребе, а это называется Баруху. Очень красивые ущелья, мы все сами там бываем. Значит, когда мы заходим в ущелье, да, реки Малая Мачара, Амочка, Крёв, сам посыл, Крёвная река. Значит, по левую сторону это гора Чужоа-Аху, по правую сторону гора, как бы зашли в ущелье, да, вот левую. По правую сторону Агуш, Тополевая гора, высотой 500 метров. Чужого, ну, чужого фамилии, к сожалению, уже нет, потому что Хаджи, да, знаем, хаджисты страшные, да, к сожалению, от которого мы сегодня можем обратиться, к сожалению. Ну вот, то есть это Малая Мачара и Чужого, вот, там как раз квест поставили еще, вот, и Агуш Тополь, выше находится. Нет, писать это слово не можешь. И вот на этой ноте с большим изменением, Денис, я вынужден на время тебя прервать, буквально на несколько минут. Мы уже вещаем больше часа в прямом эфире, и, к сожалению, ограничены по времени, так как буквально через 10 минут отключают электроэнергию. И у нас пропадет прямой эфир. Поэтому, с вашего позволения, мы сейчас продолжим слушать интересный познавательный рассказ Дениса, но есть еще слушатели, которые смотрят на нас, да? Денис, я хочу поблагодарить тебя за очень интересную лекцию, за ту информацию, которую ты нам сегодня дал, поведал. Я думаю, что нам будет интересно не только обывателям, кто нас слушает и смотрит со стороны, но и непосредственно
непосредственно нашим коллегам, тем, кто занимается этой сферой. Очень много полезной информации. Мы ждем от тебя, значит, весь этот материал уже в письменном виде. И с большим удовольствием будем дальше тебя слушать и узнавать много для себя нового. Так что тебе спасибо. Обратись к нашим телезрителям. Профсоюз завершает свой прямой эфир. Дополнительную информацию мы уже выложим в формате видео, которое будем дальше снимать, но не в прямом эфире. К сожалению, время подходит к концу. Так что мы завершим. Всем большое спасибо. Ich wünsche ein bisschen Aufschlusswege. Ja, как нравится речь. Снизу, вдруг нравится видео. Я смотрю, нравится речь. Вы скуятно будут. Вы собираете купа. Всем большое спасибо. У нас очень богатая история. Нам есть о чем сказать. Что рассказать. Пусть так. Не Так пока о себе, да, Спасибо. Все, мы завершили эфир, давайте продолжим. Может, что буду завершать, да. Значит, потом, может, какие-то вопросы будут, да, потому что мы так говорим о нашем, да, там, очень много интересных, да, нашей истории, маршруту. Ну вот, по поводу Забала.